Друзья, теперь скажу вам официальное объявление. Хоть Владик их очень сильно не любит, но так, это для серьезная нотка такая. Послушайте, пожалуйста, и у каждого свое мнение по этому поводу, но лучше, конечно, послушаться моего совета в данной ситуации. Сегодня было закрытое совещание, связанное с противоэпидемиологической ситуацией, которая сейчас якобы нависает над городом, но еще не нависла. На самом деле все в полном разгаре. Короче, терапевтическое отделение больницы скорой медицинской помощи, которое на 40 коек, сейчас загружено на 73 койки. За последние 3 недели нигде этой информации не будет, но она имеет место быть. 39 летальных исходов от так называемого птичьего, свиного гриппа. 4 штамма вируса гриппа, и 2 из которых очень-очень приближают жизнь к летальному исходу, так называемому. Человек начинает кашлять, повышается температура, или просто без кашля повышается температура, все опускается в легкие, двусторонняя пневмония, отек легких и смерть. У меня на глазах сегодня наш коллега, который в настоящее время лежит уже у нас в больнице 4-е сутки при 4 препаратах антибиотиков, которые ему в настоящее время вводят, и активной очень вирусотерапии, поддерживающей терапии, выдал лейкоциты по нулям. Это реакция, как при вирусе иммунодефицита, то есть при вирусе СПИДа. Человек, в общем, очень близок к смерти. То есть вот на глазах вчера ходил, сегодня нет. К чему все это говорю? Грипп чудовищный. Тревогу бьют по полной программе. Все врачи абсолютно. Не шучу. Деткам дозировки пропорционально весу. Все абсолютно примитивно описано на препарате в инструкции. Элементарный амиксин есть детский, совсем маленький грипферон, более взрослый цитавир и аналогичные противовирусные препараты применять в качестве профилактики. В этом случае гриппом можно заболеть, но организм выстраивает определенную защиту, и человек, скажем так, отдаляется от последствий. Я вас очень прошу, не ржите, пожалуйста, а реально примите к сведению